Всем добрый вечер. У нас гость Руслан Габбасов. Напомню, Руслан Габбасов, руководитель комитета Башкирского национального движения «За рубежом». Руслан Бey, добро пожаловать к нам. Салам алейкум, уважаемые друзья, братья, азербайджанцы. Салам алейкум, Асиф. Все, кто нас видит, всех рад приветствую. Руслан Бey, я хотел бы вам задать, сегодня годовщина событий в городе Баймак. В 2024 году произошел суд над одним из лидеров башкирского национального движения Фаилем Алсыновым. Это человек достаточно известный в Республике Башкортостан, который свой авторитет завоевывал многочисленными действиями своими в защиту башкирского языка, башкирской культуры, башкирских традиций. И он постоянно преследовался властями. Он был одним из лидеров в защиту с такой горы Куштау. У нас такая есть, такой Шихан Куштау, который в 2020 году жители Республики Башкортостан все дружно отстояли в схватке с ОМОНом, с властями. Одним из лидеров этого протеста был Фаиль Алсынов. А власть, конечно же, решила ему мстить. И в 2023 году на одном из ходов в защиту нашей башкирской земли, которую сейчас на данный момент нещадно, скажем так, пытаются разработать, расхитить, уничтожить вот эти вот олигархи. Дело в том, что наша республика Башкортостан очень богата на природные ресурсы. Много золота, много меди, много железа, много нефти, много газа и так далее. И, конечно же, она всегда привлекала внимание вот этих олигархических структур. И вот они, когда получают от продажи нашей башкирской власти, скажем так, землю, не согласовываясь с населением, приезжают, начинают разрабатывать, добывать золото, потом после себя оставляют просто уничтоженную природу. Жители, конечно же, с этим были не согласны, проводили различные митинги, сходы граждан. И вот на одном из таких сходов в 2023 году выступил Фаиль Алсынов, где сказал прямо, что он не согласен с такой политикой, что мы, башкиры, коренной житель на этой земле, что нам некуда отсюда уезжать в случае, если начнется какая-то гуманитарная катастрофа, что власть просто уничтожает башкирские земли вместе с олигархами. За эти слова и зацепились, нашли в них какие-то экстремистские высказывания. На него написал заявление в прокуратуру лично глава Республики Башкортостан Ради Хабиров. И 15 января был суд. Прокуратура запросила ему 4 года колонии поселения, но пришло в его поддержку от 5 до 7 тысяч человек. Ну, такого в республике никого нет. Я даже вот замечу, что всем такой известный, популярный русский националист Игорь Стрелков, когда его судили, там пришло, по-моему, 5 или 7 человек. В защиту Фаиля, башкирский националист, ну, в хорошем понимании этого слова, пришло от 5 до 7 тысяч человек. Власть испугалась тогда и перенесла суд на 17 число, ну, на 2 дня позже. За эти 2 дня она арестовала практически всех соратников Фаиля Алсынова, его внесла в список экстремистов и террористов, она заблокировала все его социальные сети. По центральному башкирскому телевидению выступил министр внутренних дел Республики Башкортостан, который сказал о том, что кто придет на суд Фаиля Алсынова, поддержать его, все будут наказаны. Но 17 числа пришло еще больше людей. Что-то около 10 тысяч человек пришло. То есть власть в этот раз уже она подготовилась. Она нагнала много ОМОНа, Росгвардии, различных тетушек. И после того, как Фаилю Алсынову вынесли срок, даже жестче, чем запрашивала прокуратура, ему запрашивали 4 года колонии поселения, а дали ему 4 года общего режима. Народ начал возмущаться, полиция начала разгонять, начала дубинками избивать женщин, людей, стариков, которые там находились, применять слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Народ начал отвечать, конечно же, когда бьют твою мать, рядом стоящую, естественно, никакой мужчина не будет подобного терпеть. Началась драка большая, она в течение целого дня длилась. И после этого прокуратура и Следственный комитет России завели масштабное уголовное дело о массовых беспорядках. На сегодняшний момент по этой статье осуждено более 70 человек,
им уже даны сроки различные от 3,5 до 7,5 лет. И 10 человек сейчас еще находятся в стадии судебного разбирательства. Это те люди, которых обвиняют в организации массовых беспорядков. Кстати, меня тоже обвиняют в организации массовых беспорядков, на меня тоже завели уголовное дело, как будто бы якобы я из-за рубежа все это собрал, все 10 тысяч человек, вот, и направил туда в защиту Фаиля Алсынова. Ну, примерно вот такой вот сейчас. И в результате вот этих, когда арестовывали людей по этим баймакским событиям, у людей просто выбивали показания пытками, избивали людей. В результате вот таких действий убили 2 людей. Одного избили просто насмерть, другого довели до суицида, и он после очередного допроса повесился. Сейчас вот очень много людей, семей тех задержанных, которые сейчас уже осуждены, практически все, там не практически, а все 100% это башкиры и осужденные. И многие семьи остались без кормильцев, у многих многодетные дети, башкиры вообще как бы многодетные, как правило. Ну, в общем, вот такая ситуация, и вот уже 2 года эти так называемые, им дали название этим баймакские события, они еще продолжаются, людям продолжают выносить сроки, власть пытается, скажем так, убедить население всей республики и России в том, что Хабиров здесь не виноват, что здесь виноваты вот башкирские националисты, башкирские сепаратисты, что вообще кто выходил, все они хотели, оказывается, там, все они были проплачены там украинцами и так далее, и так далее. В общем, как всегда, все вот эти российские нарративы по отношению к национально-освободительным движениям применяются. Ну, примерно коротко вот эти события. И вот сегодня, именно 17 января, 2 года, как эти события произошли. Тогда они прогремели не только на весь Башкортостан, не только на всю Россию, но и на весь мир. Заговорили тогда о башкирах, о Башкортостане, о Фаиле Алсынове. Спасибо, Руслан, спасибо. Aslan Bey, sözü size veririm. Доброго вечера, Руслан Салаватович. Мы рады вас видеть на нашем канале. Вот. Конечно, мы очень трепетно следим за всем происходящим в Башкортостане и в то же время в Татарстане, в принципе, у наших тюркских народов, будем так говорить. Конечно, сердце болит за это. Конечно, идет планомерное уничтожение возрождение самосознания. Все это мы видим. Уничтожение языка, может быть, можно обозначить как этноцид. Да, это известно. Вот, хотелось бы у вас спросить, вы как руководитель башкирского национального движения, да, вот расскажите о принципах деятельности вашего комитета, о его предназначении, так сказать, вот как вы видите. У нас цель одна, цель это независимость Башкортостана. Если, скажем, изначально я когда-то был одним из основателей организации Башкорт. Эта организация в свое время была самой крупной организацией. Но не только я один, конечно, нас несколько человек, кто мы основали эту организацию. Я был там первым заместителем председателя. И наша организация никогда тогда не выступала ни за какую независимость. Максимум мы хотели, чтобы федерация называлась, которая Российская Федерация имеет название такое, чтобы она соответствовала своему названию, чтобы была действительно реальная федерация, чтобы были у республик полномочия, которые у нас были в 90-х годах, которые все были отняты при Путине, чтобы наш язык не только сохранялся, но и развивался, чтобы у нас было образование на башкирском языке, культура, традиции, чтобы он не репрессировали наших национальных деятелей. Вот эти вопросы мы поднимали, в итоге нас все равно признали экстремистской, нас запретили, деятельность нашей организации запретили, и начали преследовать, начали сажать наших национальных деятелей. В итоге я уехал в 2021 году с семьей из России, и после начала полномасштабной войны против Украины, когда Россия начала эту войну, я понял, что вот в этой стране нашему народу делать нечего. Это всегда будет война, всегда будет нищета, всегда будет, как бы там башкиры не участвовали в каких-либо войнах, там, не участвовали в строительстве этого государства, они никогда не будут признаны как полноценные граждане, они всегда будут унижаться, они всегда будут ущемляться их права. И это происходит. Сегодня башкиры, к сожалению, воюют.
первое место Башкортостан занимает по количеству погибших на этой войне. Второе место занимает Татарстан. Что мы получаем? Мы получаем разграбление нашей республики. У нас все доходы забираются. Некогда республика Башкортостан, которая была регионом-донором, сейчас ее загнали в долги. Федеральный бюджет принимается с огромным дефицитом. У нас распродали все предприятия. Олигархи раскупили все наши предприятия башкирские. У нас практически не осталось образования на башкирском языке. Вот это мы все получаем. И поэтому мы начали, я создал один из основателей комитета, и мы, сперва это был Башнацполит, такая организация, потом постепенно это стал комитет, когда мы провели Курултай башкирский. И мы твердо поставили цель добиваться независимости Республики Башкортостан, а также помогать другим национальным движениям в том, чтобы они тоже получили такую независимость. Мы создали, я один тоже из основателей такой организации, как Лига свободных наций, первым ее президентом был. И наша, в этой Лигу свободных наций входят десятки различных независимых, национально-освободительных движений, регионалистических движений тоже, потому что есть регионы, которые хотят независимости. И вот наша цель именно, чтобы эта империя перестала существовать, а она империя на самом деле, и все народы, и те регионы, которые хотят этого, получили независимость. Вот это наша сегодняшняя четкая цель. Нынешняя Россия может повторить сценарий Советского Союза? Я уверен, что так оно и будет. Уверен, потому что даже по сегодняшним меркам Россия, она даже не такая мощная, как Советский Союз. Советский Союз действительно была мощная страна. Мощнейшая страна, у которой было огромное количество зависимых от нее стран, в том числе страны Восточной Европы. Практически вся Восточная Европа была зависима от Советского Союза. Территория огромная и так далее. Но она рассыпалась в 3 дня. В 3 дня рассыпалась, хотя у Советского Союза даже была идеология. Да, она несовершенная и так далее, но, по крайней мере, за эту идеологию люди шли на смерть в свое время. И действительно верили в нее многие. А у России нет никакой идеологии. Сегодня они пытаются строить идеологию на русском шовинизме, на русском имперстве. И сейчас вовсю нам пытаются навязать, что мы не башкиры, не татары, не чеченцы, не чуваши, не якуты, а мы русские башкиры, русские татары, русские чеченцы, что вот мы все русские, оказывается. Как нам до этого пытались навязать там советское, что вы советский гражданин, потом Ельцин пытался навязать, что мы все россияне, сейчас нам всем пытаются навязать, что мы русские. И все вот эти националистические, не националистические даже, а нацистские, неонацистские организации, такие как Русская община, там, Северный человек и так далее, их огромное количество, они ярко, четко показывают, чего хочет сегодняшняя Россия и ее лидеры, ее идеологи. Они хотят установления полного вот такого русского государства, где не будет места национальным республикам, где не будет места другим религиозным конфессиям. Они жестко выступают против мусульман, называют нас бусурманами, пристают на улицах, избивают, унижают и так далее. Вот эта цель сегодняшняя. Но зачем нам тогда такая страна? Конечно, с такой страной она еще быстрее дойдет до ручки, как говорится. И это хорошо даже, что Россия и ее лидеры показали, ее руководство показало свое истинное лицо, имперское, озлобленное, шовинистическое свое лицо. Поэтому, как говорится, если бы не было бы русской общины, надо было бы ее придумать. И вот сегодня русская община своими действиями, она как раз показывает всем нам не русским, что вот мы здесь чужие в этой стране. Поэтому я уверен, что вот эта политика, плюс, конечно же, экономические санкции, плюс эта война, которая сейчас идет, и огромные деньги уходят на эту войну, Россия не такая мощная, у нее нету столько друзей, как было раньше. По крайней мере, Советский Союз, были разделены тогда 2 крупнейшие, вот такие державы, и весь мир был разделен на сферы влияния, там, Советского Союза и западного мира. Сегодня этого нет, потому что сегодня Россия это такая периферийная страна, там где-то на севере, и которая просто обрублена со всех сторон. Единственные у нее союзники там это немножко Китай, и то он действует там только из своей выгоды. Иран
и там Северная Корея, условно. Все, ты Беларусь еще. Вот это все союзники. И, конечно, при таком положении Россия уже сейчас, у нее катастрофическое положение в экономике. Я думаю, что экономика сыграет свою роль, она станет катализатором, ну а дальше вступит уже национальное освободительное движение в силу, начнут двигать эту страну к распаду. Спасибо за ответ. Я вот, вы сказали, вот насчет чужих, да. Недавно у нас на канале был тоже опубликован видео, по-моему, из Саратова или, ну, российского города. Там осквернили памяти, ну, я посмотрел по именам, особенно там были погибшие азербайджанцы, да, и другие национальности, мусульмане были. И осквернили из-за того, что они являются мусульманами. Но эти люди погибли на войне против Украины. Понимаете, вот почему я про это говорю? Вот общественность, российская общественность, я хотел бы ваше мнение об этом узнать. Вот там какой процент вот, ксенофобия, исламофобия, да? Но вообще по всей России сегодня вот прям градус ксенофобии, исламофобии, он очень высокий. Когда, вот, ну буквально недавно у нас, ну мы помним события, когда с азербайджанцами связаны были в Екатеринбурге, да, когда людей просто избили и убили только из-за национальности. У нас в Республике Башкортостан вот за последние 2 года 6 мечетей сожгли. Просто сожгли. Вот буквально недавно, в августе, среди бела дня в городе Благовещенск, у нас такой город есть, подъехал молодой человек, закинул бутылку с зажигательной смесью в мечеть, она загорелась, да, слава Аллаху, успели потушить, но человека поймали, и никакого наказания не было. Абсолютно вся власть никак не прокомментировала это. Духовное управление мусульман Российской Федерации, которое находится в Уфе, в столице Республики Башкортостан, просто промолчало. И эти события, они, конечно же, вот накапливаются, и идет накопительный эффект у населения. Они прекрасно видят, вот насколько вот эта вот исламофобия и ксенофобия, она идет. Буквально недавно там у нас башкирки, коренной житель Республики Башкортостан в Уфе, русская, подошла и говорит, что вот покажи паспорт, а ты что сюда понаехала, там, я твоего ребенка буду резать. Ну, примерно вот такие слова, и тоже они никак не наказываются. Зато если, не дай бог, какой-нибудь там башкир, татар, азербайджанец или еще кто-то, казах скажет что-то против русских, все, уголовное дело мгновенно заводится. Поэтому уровень ксенофобии, он перешел, когда постоянно каждый день с телевизора накачивается население вот этой вот ксенофобией. Вот недавно буквально очередной был скандал с Соловьевым, который в эфире, да, сказал, что нужно проводить СВО там в Армении, в Центральной Азии. И вот это постоянно, то Мардан об этом говорит, то Киселев, то там Симонян, то еще кто-то. И простой народ, он подхватывает эту повестку. Русская община со своей стороны это делает. И уже простой человек, садясь, простой русский человек, садясь в такси, где за рулем не русский, он уже начинает показывать ему свое высокомерие, начинает ему грубить, просто ни за что, просто показывая свое такое превосходство. И вот сегодня действительно эта страна, это такое вот сугубо ксенофобное государство, напитанное ненавистью. И это, конечно, рванет в свое время. Народы терпят. Сейчас они понимают, что пока они в слабом положении, но когда Москва и центр ослабнет, я думаю, что всем все припомнят. Спасибо. Аслан Бey, sözü sizin. Да, окей. Руслан Халаватович, все, о чем вы говорите, к большому огорчению, мы это все действительно видим, очень серьезно принимаем близко к сердцу. Мы все как бы имеем одни корни, одни истоки, мы все тюрки, это я специально подчеркиваю, то есть всегда. Вот. Но больше, конечно, нас интересует сейчас то, о чем вы можете нам рассказать, с чем мы можем не сталкиваться, да, как бы ни в прессе, ни на интернет-каналах. То есть
Вы упомянули Жлыл Башкорт, да, вы были его сопредседателем, да, по-моему, соучредителем. Окей. Да. Потом я столкнулся с таким порталом, по-моему, если я не ошибаюсь, «Идеал Реалии», да, был такой портал. Или я ошибаюсь, по-моему. Идель Реалии это ветка Радио Свобода. Радио Свобода, большое, огромное, они молодцы, они освещают все национальные, вообще региональные проблемы в Российской Федерации. Есть Идель Реалии, то есть это вот прям слово связано с Иделем и, Поволжье, соответственно. Есть Север Реалии, есть Кавказ Реалии, то есть они освещают каждый вот это вот их ветка, она освещает свой регион определенный. Я вот хотел как бы вот в контексте участия вот на платформе Лига свободных наций, да, какая там, скажем так, имеется консолидация, может быть, какие моменты, о чем мы как бы можем услышать от вас? В Лиге свободных наций на сегодняшний момент такие народы, как башкиры, татары, буряты, якуты, саха по-другому, черкесы, чеченцы. Есть такое регионалистическое движение, как ингерманландцы, балтийские народы, калмыки. В общем, много народов различных. И вот, как я сказал, наша цель – это чтобы все мы обрели независимость, чтобы Россия... И одна вот лично, это мое личное мнение, я его постоянно продвигаю, я считаю, что у русских должна появиться своя отдельная республика. Когда она появится на отдельно взятой территории, условно, я не знаю, там Золотое кольцо это будет, или Центральный федеральный округ сегодняшней России, те земли, которые исторически вот когда-то там, где они проживали, все их княжества, вот когда образуется такая республика русская, у них будет свой дом национальный, чтобы они там жили и не лезли к нам. Вот. А мы как бы обретем свою независимость и будем строить свою жизнь с другими народами, с другими странами так, как мы этого хотим. Допустим, мы, башкиры, татары, мы в большей степени привязаны даже не столько в сторону Запада, хотя, конечно же, будем выстраивать отношения с Западом, но в большей степени, конечно же, с тюркским миром, в первую очередь с организацией тюркских государств. Потому что это наше родное, это наше близкое. И мы видим, как сегодня тюркские государства растут, и экономическая мощь их растет. Они растут, и демография у них очень отличная, они просто увеличились в численности в несколько раз. И у них есть свои сейчас сильные армии, которые модернизируются и так далее. Они заключают торговые соглашения с разными ведущими странами мира, там, с Евросоюзом, с США, с Японией и так далее, и с Турцией. Поэтому, конечно же, наша цель вот после освобождения, после независимости, чтобы войти в дружную тюркскую семью, возможно, к этому времени появится тот знаменитый Туран, о котором мы все говорим, но я не имею в виду, конечно же, чтобы это была какая-то там тюркская империя. В моем понимании, это что-то примерно похожее, как организация, как Евросоюз, да, тот Евросоюз только тюркский. Возможно, с единой валютой, возможно, с единой армией, бестаможенными границами. Вот примерно, что вот так. Вот мы бы с удовольствием влились бы в эту вот дружную тюркскую семью. Поэтому именно вот в этом мы продвигаем. И, конечно же, мы устраиваем отношения со всеми народами, которые сегодня уже освободились. И вот я проживаю в Литве, я очень дружу с литовцами, потому что это очень сильный народ. В свое время первый народ, который получил независимость после распада Советского Союза, стал катализатором. И надо выстраивать отношения, особенно вот с сегодняшними независимыми странами, которые когда-то еще вчера были такими же колониями, как мы сегодня. Вот это цель Лиги свободных наций, это цель отдельных наших национальных движений. Благодарю вас. Как раз не отдаляет от этой, скажем, темы, от этой нити, да, разговора о тюркском мире. Вот лично ваше представление, вот как вы видите перспективу, и вот больше интересует пути объединения тюркского мира? Будем даже, можно не только в экономическом, но больше в политическом аспекте. Но я вижу, что на сегодняшний день мир
вот он прям действительно разделяется на различные вот такие геополитические союзы. Это США, сегодня отдельный мир, который, как он там по доктрине Монро, хочет вот вводить всем западным полушарием и там устанавливать свою сферу влияния. Это отдельно Евросоюз. Китай – это отдельный мир сегодня практически. И Индия – это практически отдельный мир. И я вот в такой системе координат, конечно же, для тюрков нужно, чтобы они тоже объединились и показали всему миру, что они есть, и с ними нужно считаться. Конечно же. Еще 30 лет назад, 35 лет назад еще, одна была всего единственная страна независимая, это Турция. И слава Аллаху, что сегодня столько тюркских независимых государств, которые, как я сказал, успешно развиваются и объединяются не на словах, а действительно есть реальные действия, и мы видим их, они постоянно встречаются, и постоянно есть какой-то прогресс в этом. И, конечно же, нужно объединение, больше интеграции, и, возможно, действительно какой-то общий единый оборонный союз создавать. Возможно, дойдет до того, что будет единое, вот, как вот как Евросоюз, с единой валютой, возможно. Но до этого, конечно, надо идти еще, но я думаю, что к этому путь сегодня вот прям четко виден, что он есть такой путь, есть стремление к этому. И самое главное – численность. Сегодня действительно, как говорится, масса решает все. И когда мы видим, что тюркский мир, он прям вот растет на глазах, и сегодня это где-то примерно около 80 миллионов, это только Туркестан сегодняшний, плюс весь тюркский мир, он почти 180 миллионов человек. Так что, ну, допустим, Россия, она убывает в численности, а тюркский мир, он растет. И я уверен, что в скором времени, даже, по-моему, до 250 миллионов общие тюркские народы составляет численность. Поэтому, когда есть такая сила, объединенная общими стремлениями, родством крови, схожими языками, я думаю, что вот в таком мире, где вот сейчас все шатко, да, и многие вещи решаются силой, сила нужна. И у тюркского мира такая сила есть. Благодарю вас за ответ. Мы хотели бы обратиться к участникам. Если у кого-то есть вопросы, вот Абульфаз Муаллим, у вас, по-моему, есть вопрос, можете как бы задать, пожалуйста. Да, добрый вечер всем участникам, нашему гостю. Я бы хотел задать вопрос. В 90-е годы, когда вот все, что произошло с Азербайджаном, и это касалось тюркского народа, почему тогда ничего с вашей стороны, вот все, что вы сегодня рассказали, я внимательно слушал, да, это беда, да, это проблема, да, это не должно быть. Мы это прекрасно знаем, мы через это прошли. То есть я это все говорю, потому что мы это все знаем. А почему именно вот сейчас это все произошло? Почему вот когда Россия ослабла, вот со стороны Башкирии, Калмыкии, Элисты, вот почему вот сейчас это все произошло? До этого ничего такого не было. Я еще хочу напомнить еще один вопрос. Второй Карабахской войны миротворцы со стороны России, там присутствовали и башкиры. Вот два вопроса. Вот просто, вот почему не в 90-е годы? Почему не тогда, а вот сейчас? В чем проблема? Ну, наверное, потому что Башкортостан, как и другие национальные республики, которые входили тогда в Российскую Федерацию, мы не получили независимость. Ичкерия пыталась получить и не смогла. Я лично считаю, что, конечно, была ошибка Рахимова, что он не педалировал тему независимости. И если бы тогда Татарстан тогда тоже говорил о независимости, но в итоге все равно договорился с Москвой. Вот если бы тогда и Татарстан, и Башкортостан и поддержали бы Ичкерию, и дружно бы выступали за независимость, сегодня, возможно, была бы другая реальность. Возможно,
мы бы жили действительно уже в независимых странах, потому что Россия, если она против Ичкерии, первую войну проиграла даже, вторую потом кое-как победила, потеряв столько сил и средств, то против 3 крупных мусульманских республик она бы точно не потянула бы. Она бы вынуждена была бы договариваться. И я говорю, сегодня была бы другая реальность. Но, к сожалению, я не могу отвечать за руководство Республики Башкортостан того времени, почему они так сделали. Это первое. И когда шла, конечно же, Первая Карабахская война, башкиры тогда, они не обладали той силой, не обладали теми средствами, чтобы как-то вмешаться, помочь Азербайджану. Конечно, все наши стремления и чаяния были на стороне азербайджанского народа. Я всегда поддерживал азербайджанцев. И слава Аллаху, что сегодня Нагорный Карабах вернулся в состав Азербайджана. Все так закончилось хорошо. Что касаемо миротворцев, я еще раз хочу напомнить, что на сегодняшний момент Башкортостан – это колония. Колония, которая она не независимая, то есть она не имеет своей субъектности. И поэтому, конечно же, наши солдаты куда отправляют, туда они идут. Наших башкиров куда отправляют, туда они идут. Они сегодня воюют в Украине. То же самое, как это было при Советском Союзе, когда в Афганистан отправляли азербайджанцев, когда в Афганистан отправляли украинцев, когда в Венгрию подавлять войска были в составе этих войск и представители всех народов. Как в Чехословакию, когда подавляли, то же самое было. В финской войне, когда участвовали. Поэтому эта империя, она действует так. Она покоряет народы, и эти народы отправляет завоевывать другие народы. К сожалению, это так. И пока мы находимся в этой империи, по-другому мы не можем. Вот когда мы освободимся, конечно же, будет по-другому, и у нас будут свои союзники, конечно же, будут свои, открыто мы будем говорить о своих, о том, кого мы видим союзниками, кого мы видим не своими, не союзниками. Это будет открыто. Сегодня у нас нету субъектности. Сегодня за нас говорит Москва. К сожалению, это так. Надеюсь. Да, спасибо вам, Руслан Салаватович. Давайте мы немножечко углубимся в моменты вашего видения как башкорта, как представителя этой древней тюркской нации, да, будем так говорить. Вот как по-вашему, вот что нужно, чего не хватает в Башкортостане населению, башкортам, молодежи, с чего надо начинать? Вот как вы думаете, ваше мнение? Вот я скажу так субъективно, то есть теряется язык, я с болью это наблюдаю, да, идет манкуртизация, да, если это так можно выразиться. Вот вы это подчеркнули, что люди из-за чего-то проявляют лояльность к власти, предают собственные интересы, да, вот, никак невозможно поднять на тот уровень национальное самосознание, да, чтобы оно дало эффект. Вот ваше видение, как вы видите, вот с чего надо начинать? Вот что это то малое, с чего нужно начинать и в каком направлении наращивать вот эти моменты? Ну, на мой взгляд, здесь все очевидно. Без независимости ничего не будет. Вот как бы мы ни пытались сохранять язык внутри этой страны, тем более, когда у нее политика такая имперская, направленная против других народов России, в этой системе очень сложно сохраняться. И благодаря тому, что мы все-таки не маленький народ, и нас 1,5 миллиона, мы как-то можем еще... У нас есть количество носителей языка. Вот еще я напомню, что при Рахимове в нулевых годах у нас в школах преподавание было полностью на башкирском языке. Там физика, алгебра, геометрия, химия, вот эти точные науки, все было на башкирском языке. И много было специалистов на башкирском языке. Сегодня этого ничего нету. Сегодня даже в младших классах уже обучают на русском языке. У нас сегодня в самых глухих башкирских аулах дети на улицах разговаривают на русском языке, потому что нету контента на башкирском языке, не выпускают, не дают денег, нету финансирования, закрывают школы, закрывают классы, сокращают учителей башкирского языка. Это систематическая, целенаправленная политика этноцида, лингвоцида, да, вот лингвоцида, да, точно будет определение.
И в этой системе сложно, конечно, сохраняться, и вся вот сегодня весь башкирский язык, наверное, держится вот на энтузиастах, которые кто-то там переводит, оцифровывает книги башкирские, кто-то там придумывает умную колонку, онлайн-переводчики и так далее. Это вот только за счет отдельных личностей таких вот держится башкирский язык до сих пор. Но еще раз говорю, у нас все-таки мы большой народ, и у нас есть еще количество носителей башкирского языка. Там башкирские песни еще поем и так далее. Все вот, очень плохо у малых народов, у тех народов, которые, вот, ну, допустим, калмыки взять, их там 250 или 270 тысяч. Все плохо у них. Там другие буряты то же самое, то есть когда их там 300 тысяч. Нагайцы, у них очень тоже плохо все с языком и так далее. Там карелы, их осталось там 30 тысяч населения. Вот особенно у финно-угорских народов все плохо, потому что они, являясь православными, ну, им все-таки внедрили вот это православие, и являясь, по сути, православным народом, у них общая культура с русскими, вот, основанная на вот этой религии, на православии. Соответственно, одни и те же праздники, одни и те же имена, одна и та же культура. И они очень быстро ассимилируются. У нас, так как мы являемся мусульманским народом, ислам, он все-таки является сдерживающим фактором. Это разные имена, разные культуры, разные традиции и так далее. Это вот пока еще сдерживает. Но надолго нас не хватит, потому что процесс ассимиляции идет, процесс манкуртизации идет. Поэтому только независимость. Вот как бы что бы ни было, кто бы что ни говорил, какие бы там меры там, поддержки башкирского языка, там, культуры не были, это все, знаете, вот такая штукатурка, которая вот замазывает, внутри дом уже полностью сгнил. То есть идет разрушение идентичности, разрушение всего. И в этом случае может спасти только независимость. По-другому других вариантов нет, других решений проблемы нету. Только так. Руслан, у меня вот такой случай насчет российских либералов, да. Многие годы, особенно войны 2020 года, мы видим вот проармянские нарративы там. Они связаны с российской стороной, как вы думаете? Пропагандой или властью российских либералов? Либералы, которые находятся в оппозиции к режиму Путина, вы имеете в виду? Да. Ну, насчет того, что связано они... Вот смотрите, они сегодняшняя либеральная, так называемая, я ее называю псевдолиберальная оппозиция, потому что на самом деле настоящий либерал, у него даже в слове либерал есть понятие свобода. Настоящий либерал, он будет за свободу всех народов в том числе. И когда мы заявляем о том, что мы хотим независимости, мы хотим свободы, но настоящий либерал нас поддерживает. Их мало среди русских, но они есть. Но подавляющая часть, вот эта псевдолиберальная оппозиция, они выступают абсолютно с имперских позиций. Они говорят о том, что зачем вам свобода, вы без нас сгинете, пропадете, да вы ничего не можете, да мы вам все построили. Те же самые нарративы, которые толкает и Кремль. Абсолютно вот они в этом очень схожи. И Кремль, вот я считаю, что на сегодняшний момент главный враг для них являемся мы, именно представители деколонизационных национально-освободительных движений. Почему? Потому что, давайте представим, что либеральная вот эта оппозиция, псевдолиберальная оппозиция пришла к власти. Она всегда договорится с тем же самым чекистским режимом, потому что они не стремятся там разрушить страну, они наоборот выступают за единую неделимую Россию и удержание всех в этой вот империи. Да, они там, возможно, там проведут какие-то там реформы, освободят политических заключенных, там будет какая-то часть свободы слова, но независимости нам они не дадут. То есть империя сохранится, и за ней все равно нужен будет контроль. За такой огромной территорией нужен будет контроль, а, соответственно, нужны будут структуры, силовые структуры. И часть всех сегодняшних силовиков, они все равно перекочуют, объединятся как-то вот скоординируются и будут дальше управлять этой страной. Но если цель наша будет достигнута, распад этой империи и образование десятков независимых государств, то вся чекистская эта система, она рухнет. Они прекрасно это понимают, и они знают, что вот либерал это не такой враг, но
не экзистенциональный враг. То есть это просто враг, с которым, возможно, можно будет, если что, договориться, да, но пока на данный момент там они хотят сместить Путина. Вот. А мы для них вот прям это серьезный, реальный враг. Поэтому и либералы, и сегодняшний путинский режим, они действуют в унисон. Они выступают против нас, они там нас очерняют, пытаются убедить все население России, что вот мы это, что обязательно, если произойдет распад России, то это будет кровавые бойни, что там образуются десятки там каких-то диктаторских стран с ядерным оружием, Китай вот тут же нас всех захватит. Ну вот эти все страшилки, в общем, которые легко разбиваются простыми там словами. Спасибо еще раз за расширенные ответы. Руслан Салаватович, какой вы видите сегодня башкирскую молодежь? Что вы в ней видите положительного, а что, может быть, не очень? Но я вижу, что у нашей башкирской молодежи есть еще жизнь. Вот та жизнь, которая именно вот показывает, что они башкиры. Что они башкиры, потому что и Инстаграм, и ТикТок, и вообще социальные сети, много различных контента, где башкирская молодежь, еще раз говорю, не спонсируемая башкирской властью, не поддерживаемая башкирской властью, сама делает контенты, и башкирские песни, и башкирскую музыку, и различные видео и так далее, блоги различные башкирские. То есть они есть, и они вот двигают башкирскую нашу культуру, как бы то ни было. Они пытаются защищать своим контентом наших национальных героев, там Салавата Юлаева, на которого идет травля сейчас, и напомню, что у нас памятник Салавата Юлаева сняли в Уфе, якобы на реставрацию, но я в это не верю, я думаю, что его больше не вернут. У нас уничтожили все памятники Заки Валиди практически в республике, сняли их. Идет борьба с наследием Заки Валиди. Почему? Потому что он выступал против России, против империи и выступал за башкирский народ. Сегодня нам пытаются подменить героев и навязывают там различных таких башкир, которые воевали там за Советский Союз, там за Российскую империю. Но молодежь, я вижу, что она не воспринимает это, она достаточно хорошо знает историю. Они продвигают образ Салавата Юлаева, образ Заки Валиди. То есть я вижу, что башкирский народ, башкирская молодежь еще живая, есть еще потенциал. Насколько его хватит, я не знаю, но уверен, что пока, вот если в ближайшие там 20-30 лет Российская империя вот это рухнет, а я уверен, что она, скорее всего, к этому моменту рухнет, или произойдут просто катастрофические изменения, и у нас будет возможность, шанс получить независимость, с такой молодежью мы сможем построить процветающее, демократическое, развитое государство. Молодежь достаточно образованная, и поэтому у нас есть... Лично я делаю ставку только на молодежь. Я не делаю ставку на башкир 40-50 плюс. Нет, это люди, которые выросли при Путине, которые там видели 90-е годы, которые жили при советской власти. Они, вот у них достаточно зашоренное мышление, зашоренные взгляды. Они очень сильно подвержены пропаганде. А молодежь, она выступает против войны. Они все против войны практически. Многие сейчас, вот наши идеи о независимости, еще 4 года назад, когда только началась война полномасштабно против Украины, и когда я только начал говорить о независимости, наш комитет начал говорить об этом, к нам относились с недоверием, нас высмеивали, говорили, что это невозможно. Была вот эта какая-то выученная беспомощность, привитая Москвой, привитая Россией нам, башкирам, что вот мы без русских никуда, это наш старший брат, мы вечно должны с ним жить и так далее. Но постепенно вот это вот наши идеи, наши слова о том, что независимость – это хорошо, что независимость – это лучше, чем зависимость, что посмотрите на наших братьев, которые еще 35 лет назад были такими же, как мы, и сегодня как они успешно развиваются, и мы также сможем, мы ничем не хуже. Эти слова, они имеют место, то есть они действуют на молодежь, и в первую очередь на них, конечно же, обращает внимание именно молодежь. И у нас все больше и больше сторонников именно молодежи башкирской. И вот, конечно же, я делаю ставку только на них.
Благодарю. Руслан Салаватович, я вот хотел бы продолжить в этом контексте, да, то есть вы несколько раз как бы утвердительно говорите о независимости исключительно, то есть я понимаю, независимость – это окончательная цель, но к ней надо идти, мы эти моменты затронули уже, да, но вот, скажем так, обычно же говорят, что, может быть, приобрести независимость не настолько сложно, насколько ее сохранить. Да? А есть ли у вас какая-то программа у вашего комитета, либо есть ли какое-то правительство в изгнании, будем так говорить, да? Вот, альтернатива, вот будучи, получив сегодня, дай Аллах, эту независимость, но ею надо как-то управлять, да, вот если вот эти моменты, если это программа, если это вот, скажем так, опять образно говоря, правительство в изгнании, если вот что-то такое, вот, чтобы вы на это опирались. У нас есть проект будущего независимого Башкортостана, который мы с момента того, как мы заявили о том, что мы будем бороться за независимость, мы создали такой проект, и там четко расписали, какой мы видим нашу республику Башкортостан, что будет с другими народами, которые проживают в нашей республике, какая будет система власти и так далее, и так далее. Все это мы расписали. У нас есть этот проект, и у нас нету никакого правительства, потому что мы считаем, что правительство должно быть избранное, хоть какая-то должна быть легитимность, по крайней мере. Но у нас есть комитет Башкирского национального движения за рубежом, куда входят множество наших сторонников независимости, а наши сторонники есть не только за рубежом, но и в самой Республике Башкортостан достаточно много. И это достаточно умные люди, многие из них, там среди них ученые, много молодежи, которая грамотная, образованная. И, как я сказал, я делаю ставку на молодежь и считаю, что когда наступит вот такой действительно момент, и у нас появится независимость, не будет такого, что вот из-за рубежа приедут там башкиры, и вот они возглавят это правительство. Нет, я уверен, что правительство будет избрано именно внутри, из башкирского народа, потому что достаточно очень много умных молодых людей, в первую очередь будем делать ставку на молодежь. Но и сегодня и в башкирской власти очень много действительно хороших людей, образованных людей, людей, которые поддерживают идею независимости, но, правда, они не могут об этом сказать открыто, они вынуждены служить многие, вынуждены молчать, но они есть, и я уверен, что среди этих специалистов тоже будет много людей, которые будут работать в новом независимом Башкортостане. Я же еще раз говорю, что мы не маленький народ достаточно, и это хорошо, и когда есть вот такое количество людей, из такого количества людей всегда можно будет найти условно там 50 человек, которые создадут правительство и будут двигать нашу республику. Вот диаспора ваша, да? Какое вот у них настроение на данный момент? Они хотят вот независимость или нет? Вот настроение. Дело в том, что башкирская диаспора, которая находится за рубежом, за пределами России, она не такая большая. Возможно, это к счастью, но большинство башкир все-таки настолько сильно привязаны к своей земле, что вот они стараются жить там, в Башкортостане. Да, какая-то часть живет у нас на бывших башкирских землях, там в Оренбургской области, в Челябинской области, но это тоже некогда были башкирские земли. Вот. За пределами России мало башкир, но они есть, конечно, есть, и мы всех их знаем, особенно очень большая диаспора в США, в Лос-Анджелесе, и там наших сторонников очень много. И среди всякие есть. Есть те, которые поддерживают очень тесную связь с сегодняшней властью в Республике Башкортостан и возвращаются очень часто домой. Поэтому они не могут открыто, скажем так, поддерживать идею независимости, открыто показывать, говорить об этом, потому что, но среди них многие, с кем я на контакте и вот там, в личной переписке, в личное общение, они говорят о том, что да, они с удовольствием хотят, чтобы независимость Башкортостана состоялась, чтобы была независимая республика и так далее. Часть вот действительно как бы поддерживает, но молчит. Часть просто молчит, возможно, она не верит
Хотя сегодня многие видят, что есть маленькие государства, намного меньше Башкортостана по территории, которые успешно развиваются и живут. Ну, вот что взять, Эстония, то есть она там в 4 раза меньше Башкортостана. Население эстонцев, население всей Эстонии там практически там, в 3 раза меньше. Самих эстонцев 900 тысяч всего. Но это прекрасная страна, она живет, она развивается, все хорошо. То есть примеры есть вот на глазах. Но и много башкир, которые все больше и больше проникаются идеями независимости и поддерживают нас, и помогают, и финансово, и по разными способами. Поэтому башкирская диаспора есть, она не такая многочисленная, но она есть. Еще я хочу дать такой вопрос вам. Вот последние годы смотришь российские медиа, паблики, СМИ, ксенофобия вот зашкаливает, да, там, когда речь идет о других народов, да, не русских. Там везде там грязь льются, там и читаешь под комментарии тоже вот россияне грязь пишут про другие народы. И были факты, вы об этом тоже говорили, да, когда русские совершают преступления представителям другой национальности, эти люди не наказываются. События последние годы стали очень вот чаще, да, и если честно, я чаще замечаю. Вот это все чем связано, и это политика, целенаправленная политика Москвы, Кремля. Вот я хотел бы, вы ответили на этот вопрос. Спасибо. Несомненно, это, конечно же, целенаправленная политика Кремля, людей, которые сидят у власти, и, конечно, лично Путина. Путин, он человек, который мечтает о возрождении Российской империи, у него культ там Александра II, и он мечтает, сам человек, который когда-то в КГБ служил и был в ГДР, и вся Восточная Европа тогда подчинялась Москве, он это помнит, он об этом мечтает, чтобы вернуть это, конечно же, и он прекрасно понимает, что вот Украина, почему он сегодня напал на Украину? Ну, потому что, как сказал Бзежинский, что без Украины Россия никогда не станет империей. И откуда вот идет, откуда пошла там, да, вообще Русь, то есть с Киевской Руси, соответственно, без, вот если они не подчинят эту Украину, не внедрят ее в свое русское пространство, они никогда не смогут состояться, не на что будет опираться исторически. Путин постоянно пытается что-то вспоминать там про каких-то половцев, печенегов и так далее, но основа Руси – это Киев. Киев, да, мать городов русских. Именно поэтому они пытаются вот уничтожить самостоятельность Украины, подчинить ее себе и так далее. И одновременно с этим он систематически, планомерно, как придя к власти, уничтожал все права народов России. Это видно, он забрал все полномочия у национальных республик, он постепенно уничтожал языки наши с запретами. Ну, допустим, один только запрет на сдачу единого государственного экзамена на родных языках, чего только стоил. Это сразу же уничтожило всю систему национальных образований. Он там переписал все наши конституции, он отменил наше президентство, у нас нет сейчас президентов, там главы, нам назначают глав и так далее. Нам сейчас даже министров назначают, если раньше там мы сами, у нас все доходы забрал и так далее. То есть он уничтожает постепенно. Я уверен, что его конечная цель, сейчас просто он занят Украиной, и больше во внешней политике, чем во внутренней. Но если вот он рано или поздно, вот если эта система сохранится еще какое-то время, он будет уничтожать вообще все национальные республики. Он будет просто их ликвидировать. Это вот есть у них в планах это систематическая политика. Сам же русский народ, он, к сожалению, я считаю, что он больной, зараженный вот этим имперским шовинизмом. Он сам страдает, сам участвует вот во всех вот этих вот авантюрах центра, Кремля, участвует в различных войнах, сам живет в нищете, но его кормят вот этой пилюлей, что он там богоизбранный народ, что там у него особый путь, что там Москва – это Третий Рим.
что вот они всем там, нерусским народам там дали цивилизацию, построили города там и так далее, и так далее. Вот этой вот пилюли вот этого шовинизма, великодержавного шовинизма пичкают простой народ, и он, как вот в том фильме «Матрица», да, он находится в матрице, вот живет в нищете, живет бедно, но вот увидев нерусского, он ему обязательно скажет. И они же всем народам дали клички, там, кого-то там Хачик, Ара, там, Чурбаны, там, Алаяры, Мамбеты. Всем вот этим, вот всем народам они дали клички. И они употребляют их постоянно, там, сами пьют, и по пьяни вот у них вырывается это все постоянно. То есть вот это люди, их даже вспомним, что до Путина, да, вот этот фильм «Брат», да, вот это брат 1, брат 2, там вот они напичканы полностью вот этим вот шовинизмом, весь этот фильм, там, вы нам за Севастополь ответите, там, что они там говорили, гнида черножопы, еще, вот это вот все слова, это все внедрялось в массы, и русские хлопали, для них этот фильм культовый, и таких фильмов много, и все это, они, когда появилась свобода слова, вот этим все началось выливаться в русский народ. Начали вот это Жириновский сколько только внес своего вот этого дичайшего шовинизма в русский народ. Его партия, она действительно была популярна очень в 90-х годах. И при Советском Союзе было то же самое, мы помним. И у нас в Башкортостане, в Уфе, когда была одна всего башкирская школа, мы запрещали практически разговаривать на башкирском языке. Людей высаживали с автобусов за то, что или затыкали рты, когда башкиры между собой разговаривали там на башкирском языке. Вы разговариваете на человеческом языке, здесь другие люди, они не понимают вас, а вдруг вы про нас что-то говорите, ну подобное. Вот этот шовинизм, он был, есть и остается, и сейчас он взращивается, потому что у власти сидят именно имперцы, которые насаждают вот этот вот свои идеологии, все вот эти Дугины, Холмогоровы, Малафеевы, вот через вот эти говорящих своих ртов, там как Соловьев, Симонян и так далее. То есть это сам народ больной, к сожалению. Сам народ больной, и его нужно лечить. Но как лечить? Вот, но если немецкий народ лечили тем, что его оккупировали, разделили на сферы влияния страны, водили там за ручку в кинотеатры, показывали ужасы фашистской Германии, водили там в концлагеря, показывали печи, заставляли рыть, давали в руки лопаты, заставляли рыть могилы массовые. Вот так лечили. И то, только пока там не выросло целое поколение там молодых немцев, которые родились уже, то есть при свободной Германии, только тогда вот они излечились, какая-то часть общества. А кто будет оккупировать Россию? Ее никто не будет оккупировать, ее невозможно, это ядерная держава. Ее можно только изнутри развалить, через национально-освободительное движение. Поддерживая национально-освободительное движение, только так можно развалить эту Россию. По-другому никак, ее не изменить. Даже если к власти придут либералы, все вот эти Яшины, Навальная, там, Ходорковский, Каспаров и так далее, они не изменят суть самого народа. Сам народ больной. Кто бы ни пришел в Кремль, он вынужден будет вот подстраиваться под этот народ. И вы вспомните Путина, то есть в начале своей карьеры, он тоже был достаточно либерально настроен, там говорил, что никогда там, даже в НАТО хотел вступить, и никогда там не говорил, что Украина это нужно ее завоевать. Наоборот, он говорил, что нельзя завоевывать Украину, там, Крым никогда мы не будем присоединять. И подобные вещи он подобные говорил. Но постепенно, видя запрос от русского населения, а это большая часть населения на России, он сам таким становился. Точнее, даже он был таким, но все свои потаенные чувства, видя поддержку русского народа, шовинистически настроенного, он начал открыто пропагандировать. Вот. И эти же самые либералы, когда они придут к власти, у них то же самое будет. Вот эти метаморфозы с ними произойдут. Если они сейчас выступают против независимости наших народов, наших республик национальных, то придя к власти и поддерживаемые русским народом, который не излечился, то это будет то же самое. Это будет та же самая империя, которая просто пойдет очередной виток, на свой виток. Поэтому, еще раз говорю, его можно только развалить. Развалить через системный глубочайший кризис, экономический кризис, чтобы вот прям русский народ понял, насколько он был вот этот вот одурманен всей вот этой пропагандой, чтобы вот он через боль, через нищету, через кризис вот этот он излечился.
ну, надеюсь, по крайней мере, что он сможет излечиться. Но если не сможет, пусть живут сами как хотят в своей отдельной русской республике, но мы будем жить так, как мы хотим. Я бы хотел напомнить трагедию. По-моему, это был Подмосковье, где был убит 10-летний таджикский ребенок. Выяснится, что вот это нацист, который убил ребенка, сидел в нацистских российских телеграм-каналах. Ну, вы тоже хорошо знаете, я тоже хорошо знаю, как речь идет о телеграм-каналах. Ну, ясно, что эти телеграм-каналы связаны с властью, с Москвой. И кто их курирует? Я почему этот вопрос задаю? Там, когда эта трагедия случился, там были вот злорадствования, там грязь в сторону погибшего ребенка и так далее, да? Мы это все видели, читали и публиковали. Вот кто курирует эти каналы нацистские? Несомненно, админы этих каналов – это люди, которые либо действующие сотрудники спецслужб, либо курируемые спецслужбами. По-любому, по-другому никак. Вообще все вот эти появившиеся как грибы после дождя неонацистские группировки, такие как там вот эта русская община, Северный человек и так далее, они все курируются спецслужбами. И они даже не скрывают это, они сами открыто об этом говорят. И их Бастрыкина защищает, они сами там поздравляют Бастрыкина там, с днем рождения. Буквально вот недавно был случай в Бузулуке, там, в Оренбургской области, когда члены русской общины зашли в магазин, где продавщица, молодец, конечно, она сделала там, повесила портрет Путина и написала вот в повышении цен вините этого человека. То есть они там начали требовать, уберите эту фотографию, там, у вас будут проблемы. Потом в итоге написали донос. Но это вот четкий показатель, откуда идут ноги, откуда растут ноги, да. И, конечно же, за счет чего вот они открывают свои офисы, у них спортзалы есть. У нас в Башкортостане там в 3 городах они открыли уже свои офисы. При Муртазе Рахимове подобного никогда бы не было вообще. Когда организация Башкорт была, мы не давали им голову поднять. Но сейчас, когда вот, то есть вот что, в чем их лицемерие, когда они национальную организацию Башкорт, которая защищала права и интересы башкирского народа, закрывают, но открыто действует русская община, которая вот устраивает русские марши, кричит «Россия для русских» и так далее. А она легально действует, и еще Бастрыкин там их курирует. Буквально у нас в Башкортостане был случай, когда башкиры сожгли имперский флаг, и Бастрыкин взял это дело под личный контроль, завели уголовное дело на этих ребят, на наших башкир. За что? Этот флаг не государственный, он никаким законом не защищен. За что уголовное дело? Ну вот уголовное дело завели и все. То есть это показатель вот того, что вся вот эта система, еще раз говорю, что она вот настроена именно на возвышение русского народа, накачивание его ненавистью ко всему нерусскому и создание вот какого-то вот русской империи, да, вот они вот это хотят. И вот эти действия, они дают такие плоды, такие как убийство этого мальчика таджикского в школе. Это вот результат вот этой накачивания ненависти. А когда дети, молодежь сидит в этих каналах, телеграм-каналах, откуда идет и льется вот эта ненависть. Сколько ненависти они высказывали по отношению там во время баймакских событий, по отношению к башкирам, по отношению к Фаилю Алсынову. Сколько ненависти они выливали против нашего там Заки Валиди, против Салавата Юлаева и так далее. То есть и против каждого народа они так. Против каждого народа они так действуют. И эта молодежь тоже, русская молодежь это впитывает. И когда они видят безнаказанность, когда они видят, что их старшие там отцы, а у него, кстати, отец у этого ребенка был в русской общине состоял, и они когда видят, что нет никакого наказания для них, когда они могут в открытую оскорбить любого нерусского, зайти в любой кафе, которое содержит там узбеки, кыргызы, там, азербайджанцы, они могут там разгромить этот кафе, там, положить всех лицом на пол, потому что они рядом с ними стоят сотрудники, там, МВД, полиция. Когда они могут зайти в мечеть там, в ботинках грязных там, и там же всех положить лицом на пол. Они видят эту безнаказанность, они упиваются властью. И, конечно же, и дети то же самое хотят. И дети, я уверен, что сейчас в школах России везде идет буллинг
вот не русских ребят. Вот это все система. Это система, которая вот так она сейчас выстроена. Спасибо за ответ. К сожалению, вот такие трагедии, не один таких. Я читал интернет, там я минимум увидел 5 таких трагедий. Убивали там малолетние ребенки, которые вот на почве национальности, к сожалению, вот это и власти России, Москва последние годы вот нацистскую пропаганду, ну, фактически Россия вот на данный момент стала нацистской страной. И это вот зверство, вот свое общество пропагандирует. Ну, я думаю, что это как бомба. Время придет, эта бомба взорвется. И они сейчас это не понимают, но время придет, эта бомба будет работать против них. Еще у нас вопрос есть Ялцин Бey. Ялцин Бey, я открываю ваш микрофон, задайте вопрос. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Смотрите, наши соотечественники, азербайджанцы, тоже очень много проживают в России, и так же, как и ваших соотечественников. И много даже тюркских народов в России проживают, но на сегодняшний момент, когда есть информационное поле и социальные сети, то мы видим, что некоторые даже и из наших, и из башкирского народа, из татарского народа и многих других, якутского и так далее народов защищают Россию и Путина. Вот этим людям как донести правду, то, что эта страна и лидер этой страны играет против тюрков, против башкортов, татар, азербайджанцев и многих других народов даже. Как по вашему мнению, им вот это вот донести, которые не понимают этого? Но мы стараемся, насколько можем, через свои ресурсы доносить, конечно же, пробуждать эти народы из вот этого морока, в котором они сейчас находятся. Но надо понимать, что какая-то часть, это не все, конечно, такие, в основном это те люди, которые зависимы от этой власти тем или иным способом. Ну, в основном бюджетники, да, которые боятся потерять работу, люди, у которых бизнес завязан на власти, то есть на сотрудничество с властью, чиновники, то есть вот какие-то общественные организации провластные, которые спонсируются, поддерживаются властью за счет, ну, и за счет этих денег они живут, гранты какие-то получают. Вот эта часть общества, просто у них есть очень много ресурсов. Все СМИ под ними, все телевидение под ними, интернет внутри весь контролируется под ними. То есть они вот, и кажется, что как будто бы их много. На самом деле их немного, и большая часть наших народов, конечно же, она не поддерживает всю ту политику, которая сейчас идет в России. И мы всех этих манкуртов знаем, которые вот прям вовсю там вылизывают Путину и вот этой всей власти, и они думают, что так будет вечно. Но они прекрасно, даже многие из них думают, уверен, знают, что рано или поздно это закончится, но они уже до такой степени заморались вот в очернении своего собственного народа, игры против своего собственного народа, что у них просто некуда отступать. И они будут продолжать это делать и надеяться, что они как-то выплывут сухими из воды. Но уверен, что так многие из них понесут наказание, конечно же. И сегодня, вот еще раз говорю, вот по сегодняшней вот эта ксенофобская, шовинистическая, имперская политика Кремля и филиалов, которые находятся в национальных республиках, в регионах, она действует, она играет очень сильно нам на руку. Многие башкиры, татары, саха, азербайджанцы, которые живут на территории России, казахи, они видят вот эту всю политику, они на собственном теле ощущают вот эту всю ненависть, которая сейчас льется. И, конечно же, это будет иметь накопительный эффект и рано или поздно рванет. А те манкурты, которые служат сегодняшней власти и помогают уничтожать, арестовывать, клепать дела на наших активистов, они, конечно же, получат свое, уверен. Их немного. Руслан Бey за ответ. Руслан Бey, и последний вопрос. Война в Украине. Как по-вашему, как закончится? Как вы это видите?
Я уверен, что Украина уже сейчас победила. Она победила тем, что они смогли уже 4 года, то есть больше даже, чем Великая Отечественная война, как говорится, да, сдерживают натиск вот этой империи, вот всей мощи вот этой России. И никто не ожидал от этого от Украины. И произошла консолидация украинского общества. Если оно раньше было расколото, и действительно очень много людей тогда разговаривало на русском языке, поддерживало русскую культуру, жила вот в этом, вот этой сфере русской идентичности какой-то, но смотрела российское телевидение и так далее. То есть, но сегодня все, сформировалась действительно украинская нация. И там не только одни украинцы, там и многие русских, и других народов, которые там живут, они сегодня все, как украинцы, себя считают украинской нацией и перешли полностью на украинский язык. Я был несколько раз в Украине, я видел, что люди сознательно говорят на украинском языке, сознательно игнорируют русский язык. Произошло ровно то наоборот, что хотел Путин. Путин думал, что вот он сейчас там расколет Украину, что вот его будут встречать хлебом и солью. На самом деле все произошло ровно наоборот. И я уверен, что и Европа не сдаст Украину и будет ее поддерживать. И мы видим, что сама Россия ничего не может сделать и там захватывает по одному поселку в неделю или там в месяц. И у нее нет никаких успешных продвижений, абсолютно ноль. И экономика все сильнее и сильнее у нее рушится. Поэтому Украина выстоит, я уверен, возможно, да, будет какой-то там сепаратный какой-то мир. Возможно, заставит Украину там отказаться от Донбасса, который она и так в последние, скажем так, 10 лет, 15 лет она не контролировала практически, да, вот начиная с 2014 года, не контролировала действительно, да. Но самое главное, что государственность украинская сохранилась, народ сохранился, власть сохранилась украинская, и украинская идентичность сохранилась. И это самое главное. И рано или поздно, когда империя рухнет под тяжестью вот от того груза, то есть Путин совершил фатальную ошибку, когда начал эту войну. То есть он действительно надеялся, если бы он бы действительно захватил бы Киев за 3 дня, ну не за 3 дня, хорошо, за месяц все это, вот он бы полностью покорил бы всю Россию, всю Украину, тогда бы, наверное, другие все бывшие союзные республики действительно, сдались бы, наверное, скорее всего, во многом многие, им, точнее, России было бы проще, наверное, да, уже, скажем так, давить на эти республики, там, навязывать свою волю и так далее, если бы они справились бы с Украиной. Но Украина выстояла, за счет этого многие бывшие союзные республики сегодня такие, как там Казахстан, Узбекистан и другие страны, Азербайджан тот же самый, они усилились многократно, они решили свои проблемы внутренние, как Азербайджан решил проблему с Нагорным Карабахом, они заимели новых союзников, они еще дальше отделились от России, что это только в плюс пошло. И это все благодаря украинцам, вот этой войне, которую Украина выстаивает против России. И я уверен, что, конечно же, Россия проиграет. Проиграет, она уже проиграла, как я сказал, и идеологически она проиграла ее, а физически она проиграет ее в то время, когда рухнет власть в Москве и вообще во всей России. Спасибо за ответ. Было приятно вас слушать. Мы получили ответы на свои вопросы. Так я скажу коротко, что я с вами полностью согласен. Если вот трагедия начнется, когда вот эта война закончится. Почему я так говорю? Да? Вот все тюремщики не отправили на войну. Вот представьте, эти люди, когда закончится война, они вернутся, они будут на свободе. И вы знаете, даже были факты изнасилования даже детей со стороны этих людей. Вот тогда вот это у них очень сильно большие проблемы начнутся. Спасибо вам еще раз, желаю вам удачи и надеюсь, наша встреча сегодня не будет последний раз. И еще мы встретимся. Спасибо. Спасибо вам, спасибо за приглашение. До свидания. До свидания.